У каждого человека есть какой-то свой внутренний голос. Есть внутренний голос, который «да, давай, у тебя получится». А есть другой голос, который тебе сидит и нудит. Ты этого не достоин, да нет, у тебя не получится, у тебя в прошлый раз не получилось, и снова не получится, и зря ты тратишь время, и у тебя не получится. Так вот, свое мышление, свое сознание, свой мозг нужно приучить, избавить от негативных шаблонов, приучить мыслить позитивно. И как только в твою голову закрадется такая мысль, она, конечно, может быть и хорошая, потому что вот эти негативные мысли, они еще и защищают нас. Но вместе с тем больше вред эти мысли приносят, потому что они останавливают нас и от принятия решения. А если ты не принимаешь решение, ты ни к чему не приходишь. Поэтому, если тебя посетила мысль, что «ой, у меня не получится», научись сказать себе «стоп» и настрой себя на победу. Я это сделаю, я это достоин, я это могу. Делай, действуй сейчас. И приучи себя сразу же к позитивному мышлению. Сначала это действительно очень трудно. И тебе придется себя заставлять исключать негативную мысль, то, что ты это недостоин, и настраивать себя на то, что ты это можешь, ты это сделаешь, ты сильный. 21 день. Привычка вырабатывается 21 день. Если ты это настойчиво будешь делать каждый день, то у тебя выработается привычка победителя, позитивного мышления, у тебя все изменится вообще в твоей жизни. Но если, конечно, ты 21 день или 20 дней будешь мыслить позитивно, а на 21-й ты опять скажешь, ой, у меня не получится, тогда к тебе придется начинать все сначала. И снова 21 день. Все свои негативные мысли выкидывать и думать только позитивно. У тебя это получится, ты достоин, тогда ты станешь сильным. Тогда ты станешь хронически успешным. Или, как сказал один из моих партнеров, Андреас Винс, никто не видит твоих мыслей, но все видят результат твоего мышления, как ты живешь. Все видят твою жизнь. Поэтому приучите себя к позитивному мышлению, и твой бизнес, твой успех, твое богатство и вообще все твое счастье по жизни начинается с правильного мышления.